Рабе Махмуди Кабири. Салам алейкум, Самарканд. Знаете, конечно, я как все врачи волнуюсь, но мне бы хотелось начинать свой разговор с очень такой замечательной точки. Я сегодня могу сказать, что я благодарен Богу и спасибо нашим вице-президентам Эрлан Исмагулов и Жанагулды Вайкизи, что они принесли нам такую кампанию, где реализуются мечты. Если я сейчас вам скажу, вы, конечно, удивитесь, потому что я родом, хотя живу в Таджикистане, на самом дальнем краю, Памир, но в Душанбе живу, работаю. Но мои предки 150 лет тому назад жили в Самарканде. Я приехал к себе. И вы представляете, благодаря компании LifeMax реализовалась моя первая мечта – попасть к своим предкам. И, конечно, я чувствую запах самаркандский. Я еще в Пенджикете был, ощущал. Я знаю, что тут живут благородные люди. И думаю, врачам, которые тут работают, очень много дел. И те, которые хотят связать свою жизнь с компанией LifeMax, тоже много дел, потому что тут многие захотят работать в этой сфере. То, что я сегодня скажу, это научный подход. Вы, наверное, слышали, тут есть сколько врачей есть? Можете поднять руки? Что? Да. Много, достаточно много. Вы заметили, что когда вы идете кому-то и хотите говорить о продукции, они говорят, что это БАД. Слышали, да, такое? Это, тут серьезные болезни, надо более серьезно подойти. Я вот в течение нескольких месяцев начал работать над этой теме, как быть в таких случаях, как подойти, потому что врачи признают факты, научные доказательства. Теперь у нас есть эти факты, эти научные доказательства. Они были, просто надо было их выявить. Потому что тогда еще мне говорили наши спонсоры, что с врачами немножко трудно. Но врачи так думают, врачи так. Но я теперь понял, что действительно врач, когда работает с продукцией, он начинает думать, поможет ли кому-то. Могу кого-то вылечить. И вот это мышление уже разрабатывается и начинает срабатывать, и потом врач долгое время должен работать, чтобы стать, например, сетевиком. И я думаю, мне тоже это получится, я в будущем стану сетевиком, потому что сетевик это уже и психологи, и экономисты, политики, актеры, и, в общем, и врачи. Моя тема, сегодняшняя тема называется «Местоположение продуктов LifeMax в системе фармакологии и клиническое значение спреев в медицинских дисциплинах, в системе медицинских дисциплин. Так называется. Немножко сложно, но я работаю над этим, я прошу попозже. Так как если вы возьмете фитоспрей и посмотрите в инструкции, написано, что они состоят из натуральных продуктов. И это просто натуральные травы, лечебные травы, собранные со всего мира. Если так,
значит они и есть фитотерапия. В фармакологии это называется лекарственные средства фитотерапевтического эффекта. То есть фитотерапевтические средства в фармакологии. Поэтому с сегодняшнего дня, пожалуйста, говорите, когда вы общаетесь, кому-то говорите, объясняйте, скажите, что это и есть фитотерапевтические препараты. Фармакология это есть. Это первое. Тогда уже будут знать, что это уже серьезно. Второе. Мы знаем, что когда мы куда-то идем, говорим, мы лечим спреями. Мы лечим продукты Life Max. Ну, естественно, реакция в научном мире среди врачей будет немножко другая. Имейте в виду, что если это фитотерапевтические препараты, это значит народная медицина. Если это народная медицина, то классическая медицина. А классическая медицина – это и есть нетрадиционные методы лечения. Есть традиционные, обычно знают, люди ходят, лечат, а есть нетрадиционные. Вот, лечение фитоспреями – это и есть нетрадиционное лечение. Потом, нам нужен термин. Термин мы взяли с латинское слово «эмбрио». Это спрей. Эмбриотерапия. Если вы хотите поподробнее, фитоэмбриотерапия – это лечение спреем. Это уже научная терминология. Эмбрио, не эмбрио. Эмбрио – это спрей на латинском, а эмбрио, фитотерапия – это уже лечение серьезное. Для этого надо, есть у нас группа врачей, которые работают над этим. Думаю, нам несколько шагов надо сделать, чтобы полностью подойти научно, обосновать научно эмбриофитотерапию. Для этого надо вести клинические исследования. Чем больше будет, тем лучше, потому что тенденция современной медицины от препаратов, которые есть сейчас много производятся, идет к натуротерапии. Натуротерапия – это лечение природными веществами. Почему? Потому что в таких развитых странах, как Америка, там Англия, Франция, другие государства, Канада, растут такие болезни, им становится больше и больше такие болезни, как лекарственная зависимость, лекарственная аллергия, так, бронхиальная астма, анафилактический шок. Много бывает. Например, в Америке, когда заходят в школу, спрашивают, кто страдает бронхиальной астмой. Почему? Потому что это настолько актуально, что они вынуждены узнать, чем страдают ученики. Поэтому тенденция стремления медицины идет к таким лекарствам. Недалек тот период, когда полностью мир, медицина перейдет на наши спреи, и система, наши продукции еще будут больше и больше, и они будут разрабатываться, и, надеюсь, мы охватим тогда всю медицину. И представляете, в 7 направлениях работают наши спреи. Восстанавливает физическое здоровье, улучшает эмоции, эмоциональные расстройства уходят. Мысли становятся другими, человек начинает думать лучше. Культура другая, потому что работать в компании это не только сетевой бизнес, это уже образ жизни. Люди начинают зарабатывать больше, воспитывать себя. И в духовном плане люди становятся добрее. Они хотят друг другу помочь. Они хотят людям помочь. Поэтому в 7 направлениях работает. Эта система уже, понимаете, жить на этой земле и дружить со всеми народами. Я думаю, даже в Советском Союзе
такого не достигли, что сейчас есть достижение, например, в нашей компании дружба между народами. Столько у нас друзей. Посмотрите вокруг себя, сколько. Вот это и есть те моменты, где можно рассказать о них и действительно другой мир. Я думаю, все самаркандцы, мои земляки меня слышат, и в следующий раз, когда мы приедем, их мы увидим здесь, и они будут работать во благо своей нации и своей родины. Спасибо большое.